Большая делегация правительства республики на днях побывала с отчетом в Жиганском районе. Самыми интересными для населения вопросами стали проблемы со связью и ЖКХ. Подробности у Анны Петровой. Отчет начался с районного центра. Далее рабочая бригада поедет в Наслега района. Руководитель группы, министр ЖКХ и энергетики Алексей Колодезников четко и ясно ознакомил население с работой, проведенной в 2014 году. Вопросы у населения возникли разные, начиная проблемами со связью и заканчивая проблемами ЖКХ. Второй год подряд мы ставим вопрос о строительстве в селе Жиганск, в районном центре, Дома культуры. В 2013 году из-за аварийности он у нас был закрыт. Сегодня речь идет о том, что надо достроить детский сад, который по федеральной программе. И потом дальше уже отталкиваться от того, что какой вам объект нужен. Ну, насколько я понимаю, действительно, Дом культуры – это самый основной сейчас объект, который возникает после детского сада, потому что тут проблема существует. Я не могу сказать, в каком году это будет, но поручение главы республики есть рассмотреть вопрос строительства КСК. Одним из постановочных вопросов по линии жилищно-коммунального хозяйства стала новая котельная. 65 лет победы. В связи с нехваткой мощности для подключения новых потребителей в 2015 году ожидается замена 8 котлов с большей мощностью. Также по этой линии обсудили проблему водоснабжения. Первое, мы хотим их заменить в первую очередь, чтобы увеличить мощность котлов, чтобы присоединять частный сектор, это в первую очередь. Ну и те, которые сейчас котлы стоят, они уже нуждаются в замене. И планируем поменять в этом году. ГУП планирует поменять в этом году 4 котла. Закупили 8 котлов для умощения котельной Жиганске. И сейчас рассматривается проект по водоснабжению котельной Жиганска, потому что здесь из-за того, что русло реки меняется, проблемы возникают. Проект ГУП жилищно-коммунальное хозяйство делает. Стоимость в целом этих работ 27 миллионов рублей. Но эту работу будет необходимо делать, потому что берег уходит, все дальше приходится воду брать уже практически с середины реки. На все существующие вопросы граждане получили нужные ответы. Все выступления и предложения были запротоколированы, где далее их будут пересматривать. Анна Петрова, НВК Саха, Жиганск.